Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. Всем привет! Это второй выпуск на тему Москва, метро Люблино, работаем. Ну, на это у нас две причины. Во-первых, мы взяли интервью у авторов прославившегося на весь мир мема. Во-вторых, никогда, слышите, никогда не называйте уроженцев Таджикистана выходцами с Кавказа. Я выпустила про вас уже один ролик на ЛентТВ24, но очень сильно оговорилась, совершила ошибку, сказала, что, что двое кавказцев из спортивной школы ММА, да, вот стали популярными на весь земной шар. И, естественно, на меня все накинулся, весь интернет, все написали, что это не кавказцы, это таджики. И у меня первый вопрос, почему никогда не стоит называть, вообще путать и называть одних другими? Ну, кавказцы это кавказцы, таджики таджиками, правильно? Допустим, если меня назовут там, например, да, там, допустим, там, чеченцам или там азербайджанцам, я на это не обижусь, допустим. То есть в этом ничего такого нету, допустим, правильно? Это не плохой народ, чтобы, допустим, я обижался или что. Но хорошо было бы, если уточнять человека откуда. Допустим, мне приятно, допустим, если меня представляют оттуда, где я есть, чтобы мой народ понимал, допустим, чтобы и все люди понимали, откуда я. Ну как тут не вспомнишь Хазбика и Абдурозика? Дагестанец Хазбулла Магомедов – это кавказский блогер. Клубника бомба, честно говорю, еще раз. А Абдурозик – это таджикский певец. Они так похожи, но такие разные. В наших комментариях не обошлось без обобщения. Республика Таджикистан – государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира. Среди блогеров, певцов таджикского происхождения есть много громких имен. Например, королева ТикТока с миллионной аудиторией Дина Саева. Вот певица с невероятным голосом и харизмой, участница Евровидения Манижа, тоже таджичка, и она даже спела об этом. Я не славянка, я не таджичка. И вот теперь новые герои: Резван, тренер спортивной школы в спальном районе Москвы, и его подопечный боец-вольник Сеймумин, оба родом из Таджикистана. Ролик с надписью «Москва, метро Люблино, работаем» спародировали уже свыше 40 тысяч раз. После славы как вообще поменялась ваша жизнь? Что поменялось? После славы жизнь поменялась в плане того, что люди узнают то, что вот, по федеральным каналам показывают нас постоянно, почти каждый день. Там журналисты, блогеры приезжают в зал. Это все приятно, да. Метро Люблино, работаем. Ну, я, как говорится, я какой есть, такой есть, я меняться не собираюсь. Сколько у вас уже подписчиков? Уже больше 500 000. Это в ТикТоке? Да. И тот ролик набрал уже, короче, где-то 42 миллиона просмотров уже. Да, космические, конечно, результаты. Вот, а вы сами как думаете, что больше всего людей привлекло? Почему именно произошел такой всплеск? На самом деле, некоторые люди, они движение не знают, они знают, как оно называется. Кто дружит со смешанным единоборством, те понимают, что это такое. Те понимают. А те, которые не понимают, для них это что-то новое получилось. Еще так в ритм попали, под музыку, там, 50 Cent и кавказская музыка. Если не ошибаюсь, по-моему, это кабардинская музыка, по-моему. И из-за этого получилось так, что прям в точку попало. Смотрите, там в больницах, МЧС, в отделении полиции, там депутаты я видел, школьники, студенты, в армии, короче, где только, вот, где кто работает, где кто учится, все на эту тему снимают, все снимают видео. Мне очень многие звонят и пишут на WhatsApp, много очень девушек пишут и как-то находят, сами зал находят и приходят в зал. У нас чисто интернационал там, если честно, в зале. Вот ко мне журналисты пришли, там спросили, земляки, допустим, я говорю, вы назовите любую нацию, которую вы знаете. Я, может, сразу позову с толпы человека, и он подойдет к вам. Любой нации там, чеченец, там, азербайджанец, армянин, дагестанец, татар, киргиз, узбек, таджик, без разницы вообще. Всех объединили, я ко всем отношусь, как говорится, одинаково. Разницы нету, кто откуда.
А как твоя жизнь поменялась у Сэма Мина? До Нового года где-то, я думаю, он должен провести 5-6 боев. Потому что до этого у него простой был тоже. А сейчас ему отдыхать некогда уже. Я говорю, я за тебя буду интервью давать, а ты тренируйся и выигрывай. Он давно очень борьбой занимался, а потом переехал с Душанбе, переехал сюда в Москву. То есть пришел ко мне в зал, и вот так и остался у меня. И до сих пор вот так двигаемся вместе. Молодцы, не боитесь интернета, продолжайте как-то двигаться. Да нет, а чего бояться? Бояться, как говорится, стыдно не работать, а работать не стыдно. И в интернете, я же говорю, сейчас человек может стать популярным просто за один день. Поэтому нужно каждое движение, которое делаете в жизни, нужно постоянно, кажется, все осознанно, то есть ко всему подойти, и тогда уже будет все нормально. Вот, допустим, у меня тоже сейчас вот это везде кидают там Резван, там и залы, Москва, метро. Ну, это нормально. Мне приятно, если честно. То, что если меня люди узнают меня на улице, где-то подходят, фоткаются, там, общаемся, это нормально. То есть меня узнают с хорошей стороны. И на самом деле я бы всем родителям посоветовал, всем родителям, чтобы своих детей отдавали в спорт. Я не говорю обязательно смешанные оборства, там, в борьбу, любой вид спорта полно, теннис, футбол, баскетбол, там, я не знаю, плавание есть, все что угодно есть. То есть главное, чтобы ребенок чем-то занимался у вас, это самое главное.